В 48 году уже судили моего отца, и по теме, ну, у него 58-я, 64-я, измена родине и попытка изменения, короче, строя неконституционным путем, не помню, там старая эта статья советская, получает высшую меру наказания замены на 25 лет, потому что тогда был мораторий на смертную казнь, и он был несовершеннолетний. В составе банды, опять же, вооруженная, у него при аресте изъяли там МГ-42 пулемет или даже 2 пулемета, я сейчас не помню, вроде бы 2, он даже говорил. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Когда было восстание, Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук, а сёння у нас у гасцях кіраўнік місіі дэмакратычнай Беларусі у Кіеве, бізнесмен, былы выведнік Геннадзь Манько. Прывітанне, спадар Геннадзь. Вітаю. Что-то вот так это тяжко уздыхнувши, видать, вот это выведник вас догоняет постоянно. Ну, выведник, да, люди очень... Выведник понятие такое широкая разведка, она имеет составляющих там больше 10, разные направления могут быть у разведки. Это и общевойсковая разведка, и специальная, и космическая, и радиоразведка, топографическая, артиллерийская, то есть, ну, внешняя разведка, агентурная разведка, то есть это, ну, люди очень путают много Штирлицев, вот агентурную разведку с простой разведкой общевойсковой там или специальной. Ну, глядячи на вас, то думаешь одразу про агентурность некую, ну вот, але насамрэч, вот якая была такая вот скіраванасць у вас? Калі служили. Ну, адразу скажем, что это было падчас тэрміновай службы у звычайным савецкім войску, да, в Афганистане. Але якая была скіраванасць? Ну, в Афганистане я как бы в двух служил, попал в разведбат сначала, в Кушку в разведбат я попал. Это она была общевойсковая разведка, готовила. Хотя там 3-я рота всегда в разведбатах, а разведдесантные роты, имеет взвод один специальной разведки. Ну, просто сама суть службы в Афганистане, она немножко поменяла систему, потому что не было фронта. Ну, как бы общевойсковая – это фронтовая разведка. У них разница со специальной, условно, от задач и глубины работы за линией фронта. Так как в Афганистане фронта не было прямого, и это была такая оккупированная территория, и практически там советские войска очень мало контролировали территории, то задачи свелись больше к таким специальным. То есть это антикараванные, засадные действия, вот такие рейды, какие-то глубокие, вдалеке, с отрывом там на много суток, в глубине там 150 квадратных километров, может быть, никого, там группа там 7-15 человек. То есть, калі размова ідзе пра стварэнне Кобрынскага плацдарма, то это до вас. Ну, я понимаю суть происходящего, да. А так еще попал потом, после вывода попал на Дальний Восток, там был уже в специальной разведке, и так как находился на Сахалине, то у специальной разведки было 2 назначения, как нам объясняли. Значит, на случай агрессии со стороны Японии, так как 42 километра до Хоккайдо было, если были активные действия там Японии по поводу оккупации Сахалина, то тогда организация партизанской борьбы, там саботаж, ну, партизанское движение в основном. А если наоборот Советский Союз бы решил, допустим, атаковать Хоккайдо, то мы там единственная рота такая была, ну, мы должны были выполнять уже там диверсионную какую-то задачу. Причем нам сразу говорили, что будьте готовы, то есть на борт зашли, командиру выдали конверт с задачей, и вас из списков части вычеркнули. Ну, то есть как бы эвакуация не предусматривалась. Ну, у сённяшніх рэаліях, у якіх мы апынуліся, мне падаецца вельмі такі карысны досвед і разуменне, як сябе паводзіць і што трэба рабіць у такой сітуацыі. Але давайте вернемся да нашай асноўнай тэмы размовы. І ведаеце, я вырашыў не хадзіць там вакол ды окала, там некае паглыбляцца ў гісторыю, шукаць нейкія гістарычныя паралелі, а больш разважаць пра дзень сённяшні, хаця, безумоўна, закранем і мінулае. Ведаеце, в прынцыпе, такіх людзей
якія, ну як это называется, прачнуліся ў 20-м годзе, іх даволі шмат, і я не бачу нічога ў гэтым дрэннага, тому что ну хтосьці прачнуўся ў 10-м, хтосьці ў 20-м, хтосьці раней, хтосьці пазней, у кожнага свой, так бы мовіць, рэжым сна і абуджэння. Але ваше абуджэнне гэта было нейкім чынам звязанае ўсё ж таки з нацыянальнымі складнікамі, ці гэта просто жаданне нейкіх пераменаў. Я маю на увазе пад нацыянальнымі складнікамі там клопат за незалежнасць, суверэнітэт, пра нейкую ну вот ідэнтычнасць беларускую. Ці гэта было вот як это звычайна мы там супраць Лукашэнкі, а там вы тут со сваімі этими мовамі і ўсім астатнім до нас не лезьте. Ну, нет, у меня такая как бы история очень длинная, как раз вот касающаяся истории моей семьи, поэтому ну, у меня это давным-давно сложилось. Значит, мой дед Иванов Даниил такой, ну, я там высказывался, где-то в интервью было уже там посылка, и Стужинская Нина написала такой артикул там про партизанское движение 100-летней давности. Мой дед белогвардейский офицер, который с территории Могилевской области, там село Лихачево под Оршей, под горками. Вот. Тогда это была Маслаковская волость. Ну, он, вернувшись с фронта Первой мировой войны, оказался именно в том супротиве, который, ну, на первый момент они смогли объединиться, выступили против советской власти, вот это вот Горецкое восстание, Городецкое, когда было захвачено там город и удерживался тоже территория. То есть были такие группы, которые восстали, зеленые так называемые, которые были больше так из деревень, которые люди пришли, работали. Ну, я вот знаю, там мне удалось немножко ознакомиться с этими делами его, хотя все засекречено, закрыто. И последнее мое обращение было в Могилевское УКГБ в 2019 году, они мне отказали вообще познакомиться. Я с делом знакомился, оно находится там. В общем, ну, суть такая, что как бы мой дед был активным участником, есть у меня очень большая куча документов, там отец сначала мой занимался розыском, сейчас к нему тоже вернемся, то есть он боролся активно против советской власти и понимал, почему, потому что вот то, что я сделал, выводы какие в начале, ну, когда он вернулся, там в семью большая семья была, там 8-12 детей, до сих пор ничего не знаем, потому что все уничтожили, все полностью всю семью, все дома, все, что было майно, как украинцы говорят. Вот он вернулся, они работали, и когда начались вот эти продразверстки и чоновские отряды, там приходили, забирали, они просто мужички собрались, ну, мужички как, офицеры, он командовал, по одним данным, был командиром ударного батальона 125-й дивизии у Деникина, 8-й армии, которая на Юго-Западном фронте, я нашел его потом там Георгиевский крест один за турцами полученный, ну, много там наград, не будем улетать. То есть человек, воевавший, достойный, считавший, ну, прошедший там Брусиловский прорыв, получается, вернулся к себе на родину, в Беларусь, и написано «Белорус» в деле, несмотря на то, что Иванов, и объясню, почему я Манько, почему он Иванов. Вот. Они пришли, работали люди, большая семья, ну, такие кулаки написано там в деле, зажиточные. Здесь приехали какие-то ребята в обмотках, где-то с глубины России, пришли и сказали, ну-ка вынимай все там, что у тебя есть там из закромов, продразверстка, забрали, ограбили эти все деревни, ездили. И я думаю, еще по-хамски себя вели, так как он офицер, вырос от солдата до офицера в течение войны, имея гордость и имея боевой опыт. Они собрались, потом отбили первое их движение было, что они отбили все, что награбили эти продразверстки, они разбили этот отряд. Потом был брошен еще Чоновский отряд на борьбу с ними, потом подтянули артиллерию. Ну, в общем, началось восстание очень долго. Он смог выскочить на территорию Польши уже. Попал вот эти в лагеря, где был Булак Булахович в Тухоле. Значит, оттуда
попал в штаб Булак Булаховича, участвовал в этом походе, есть фотография, где он со штабом с Булак Булаховичем, их там стоит около 10 человек, где-то мой там находится. Вот. Значит, участвовали в этой операции, где дошли до Мозыря, ему это предъявляется в делах, в тех уголовных, которые я видел. Ну, я видел копия на дело, самого дела нет. Ну, то есть я как бы вот с чего начинается история, с того, что человек достойный, но не захотел участвовать, не смог согласиться с этой наглостью, с этими грабежами и выступал, работала семья, а здесь пришли, ограбили. Ну, вот с этого началось, я думаю. Во-вторых, как бы понимал, что за спиной война, пройдена достойно, он очень награжден, даже о нем писали хорошо вот эти комитетчики, которые давали ответ, они сказали, что хорошо воевал достойно, там такой много наград у него. И потом объединились они в банды, так называемые, как называли. Он был у Савенкова в Союзе защиты Родины и Свобода. И там описывается очень много, вплоть до 1939 года. Я вот знакомился с территорией буржуазной Польши, даже заходил на территорию Беларуси, ну, совершали советской Беларуси. И на территорию, вот подсмотрел я один документ, там же закрытые пакеты, такими пакетами накрыто дело, и мне открыли, дали 18 протоколов прочитать. И дальше все, у него объединенное с Карпом Прудниковым, его подельник. Это очень известные люди, достаточно, очень много в интернете есть, нарыл, я в процессе, хотя очень долго не было. Вот. Я там подсмотрел в одном месте, что там даже запрос сделали, бумажка, запросить там, по-моему, 56-й или 58-й оружейный завод города Ленинграда на предмет посещения Ивановым территории. То есть он заходил, переходил, участвовал. Вот захват Койданова, там, фильм «Граница». Это вот он один из руководителей там, документов, когда они зашли, 15 человек перешли, переоделись в форму красноармейцев и зашли, разоружили полностью отдел ВЧК и получили по заявке там, французской миссии какие-то суперсекретные документы, потом прятались на территории Польши. Там очень серьезных, ну, такие детективные истории очень много. Мой отец дальше, чтобы не затягивать эфир, он помнит хорошо и рассказывал, значит, как это было. В 1939 году пришли, дед мой работал в поместье Юголиново, Цевический район, там такая была поместье Воронцовых, и у Воронцова было две дочки, они женаты были. Один был российский офицер, а второй был барон Тизенгаузен. Я, кстати, нашел его сына, внука его. У них было два сына. Мой дед работал там, вот в этом поместье Юголин. Как бы, ну, на самом деле очень много было связано с разведкой и с перемещением на территорию Беларуси. Очень много там ему предъявляется, очень много рейдов на территорию, очень исторических много пересечений. Мой отец в 1939 году был дома, помнит, когда приехали. Вот когда большевики пошли, когда начался разрыв Польши с двух сторон, значит, немцы с одной стороны, Советы с другой стороны. Ну, товарищ Сталин был такой очень прозорливый, хитрый парень, и на 2 недели задержался, так как началась-то война 1 сентября, а в Беларусь они зашли только 17 сентября. Ну вот примерно там 13 октября появились уже в этом поместье, появились люди в кожаных тужурках, как отец мой говорил, с 2 наганами, там не наганами, а там такие накрест, не знаю, что там за пистолеты у них были. Ну, человек 20, говорит, пришли, арестовали, он спокойно себя вел, арестовали, после этого его не видели, он пропал. Ну, насколько мы смогли поднять документы, он был 22 мая этапирован в распоряжение НКВД СССР в Москву с подельником, с Карпом Прудниковым, до сих пор ничего нет. Вот 18 протоколов я почитал, ему предъявили, обвинения есть, но нету состоявшегося решения. Мой отец, это ему было, отец у меня 31 года, значит, это было в 39-м его 8. В 48 году уже судили моего отца, и по теме, ну, у него 58-я, 64-я, измена родине и попытка изменения, короче, строя неконституционным путем, не помню, там старая эта статья советская, получает высшую меру наказания замены на 25 лет, потому что тогда был мораторий на смертную казнь, и он был несовершеннолетний. В составе банды, опять же, вооруженная, у него при аресте изъяли там МГ-42 пулемет или даже 2 пулемета, я сейчас не помню, вроде бы 2 он даже говорил. Группа большая, 25 человек, там при задержании, я помню, что расстреляли, при задержании 5 человек погибло из этой команды. Ну, вот это вот, я так понимаю, эти
ну, не знаю, там можно ли назвать лесные братья там или нет. Ну, в общем, те зеленые, которые сопротивлялись советской власти. То есть у меня как бы этот заряд уже был с детства. Ну, я не знал до там 10-го, по-моему, класса, что такая история была, ну, потому что он Манько. Почему Манько? Отвлекусь. Потому что, когда пришли арестовывать его, и, ну, отец же Иванов был, и у Иванова там было, уже был враг народа такой. И мать, раньше же документов не было после войны, и когда спросили там фамилия, то мать назвала свою девичью фамилию. Ну, поэтому я Манько, а дед Иванов. Но в деле написано «белорус». Отец мой разговаривал на белорусской мове. Он очень активный был. У них всегда были тусовки, я помню. Они втихаря собирались, подшептывались. У них таких судимых очень много. Он мне подарил книгу в детстве. Я помню, вот такие начальные классы мои были. Я сейчас боюсь соврать. Подскажете, она такая известная. Там «Беларусь под белыми крылами». Вот. У меня была книга, подписанная Лариса Генюш. Где-то есть она, я не знаю. Это он давно еще, когда она была жива, ну, я там маленький был, он где-то там она подписала. Ну, вот у него были все арестанты. Он сидел, тоже прошел лагеря, он сидел в Коми СССР, сидел в Казахстане сначала, Кибастуз-Лак, вот было Кингирское восстание, когда захватили тоже зону, это вот Кибастуз-Лаге, там 3 лагеря было, женские и 2 там мужских. Ну, такая, как бы участвовал в этих историях, освободился, да, тихий, не ругающийся, много читающий, но писал мне в армию на белорусской мове. И, ну, я так сначала не понимал, что это значит, думал, может быть, он как-то выделяет. Было написано там красными и зелеными чернилами, он писал. Я потом понял, что просто после школы у меня, видно, остались эти, которые были там выделяются. Он мне писал на белорусской мове письма. Но у меня не было никогда там сомнений по поводу кто мы, что мы, и поэтому я считаю, все начинается именно от этого, от осознания, кто мы. То есть мне не надо было просыпаться, я все время был в теме. Вот бачыце, як сказали б вот эти прыхільнікі банды рабаўнікоў, забойцаў і гвалтаўнікоў, якія чамусьці называлі себя бальшавікамі, чырвонай арміяй і гэтак далей, вот сённяшнія прыхільнікі гэтых Ленінаў, Сталінаў кшталту Азаронка сказали б гнілая кроў. Вот да, она да, адтуль да. Вот. Да. Але гэта насамрэч прыкмета такого гонару і годнасці. Ведаеце, мы з вами сустрэліся, я выглядаў так па інтэлігентнасці ў кашулі, все, але прадумваючы, куды мы з вами скіраваць нашу размову, я адмыслова апрануў вось гэтую цішотку у пачатку, у сярэдзіне 20-го года гэтую цішотку мне падараваў Павел Белавуз, які сёння знаходіцца за кратамі, і гэта яны выраблялі, кампанія іх Сымбальбай выраблялі такія цішоткі. Я б зараз з вами вось менавіта на гэтую тэму гонара, годнасці і мужнасці хацеў бы і паразважаць. Як вы лічыце, вот калі зараз вельмі шмат кажуць пра тое, што у нас вельмі, ну, нейкая такая кароткі спіс і пантэон герояў. Маўляў, ну вот спытай у любога беларуса, каго ты з гераічных беларусаў ведаеш, ну кожны скажа Кастусь Каліноўскі. І задумаецца, а хто там яшчэ? Можа, хтосьці там прыгадае Касцюшку, ужо больш там прасунуты прыгадае там князя Астрожскага, можа хтосьці там з этих па яшчэ гісторыі памятае школьнай кагосьці з савецкіх партызан назаве. І ўсё. Можа быць, гэта прычына ў тым, што мы кажуць пра тое, што беларусы не вельмі ваяўнічая нацыя, што яны как бы не вельмі такія маюць такі гонар і годнасць ваяўнічы. Можа, ў гэтым прычыне ці ўсё? Ці можа гэта ўвогуле тэза неправільная пра там отсутность ваяўничести? Не, мы говорим просто сейчас о внешней форме, которую мы видим и воспринимаем. На самом деле, я считаю, что здесь была проведена очень большая работа. У нас очень много достойных людей, которых, я думаю, что придет наше время, откроем мы все эти архивы
И с этого все начнется. Потому что очень многие вещи специально вырезались, и не давалась возможность белорусам понимать, что они белорусы. Не было возможности, это все скрывалось. Любые вот эти сопротивления, которые, оно же все закрывалось. Люди шепотом разговаривали. При мне тоже, я помню, в детстве, когда там какие-то чуть-чуть политические вопросы, тише там, ну, чтобы соседи где-то, чтобы кто-то на кого-то не настучал. Советский час еще, когда там работали, и прибивалось любое сопротивление, вольнодумство. Я считаю, что у нас очень много героев. Очень много героев. И 20-й год, и то, что после этого показало, это подтверждает. Беда в том, что задача Российской империи стояла в том, чтобы вот превратить нас в этих людей, в Ивана, который родства своего не знает. Поэтому нам навязывалась чужая культура, чужая история. Они ее переделывали под себя, делали таких послушных манкуртов. Хотя на самом деле вот то, что сейчас вот эти озаренки, это они на самом деле есть манкурты. Они просто не понимают, что это они не знают ни истории своей реальной, или они настолько беспринципные, которые извращают. Там есть тоже образованные люди. Я считаю, что это была просто такая политика не давать и создавать, вот, культивировать в это в белорусах, что вы такие помяркованные, слабенькие, там сидите и молчите. Но на самом деле мы-то имеем отношение, не будем разбираться, кто там больше, меньше, ну там поляки, белорусы, литовцы имеют отношение к такому большому государству, мощному, который и Речь Посполита, и Польско-Литовское княжество. Ну, то есть, как бы вся эта история, она же связана с белорусами в том числе. Шляхта, это люди, которые носили оружие, которые могли носить. Достойные люди, очень много было. Я считаю, это просто целенаправленно выкорчевывалось. Все любое сопротивление выкорчевывалось в этом направлении из белорусов. Их задача была их переделать. Ну, вот слава богу, что все живет и убить невозможно. И поэтому культура, память, архивы, это все надо развивать, поднимать, и это должна вернуться память к белорусам. Ну, але на дадзены момент яна яшчэ не вярнулася. Ну, можа быць, пачаліся пэўныя працэсы там у 20-м годзе. Мы гэтую тэму яшчэ закранем, але ведаеце, я неяк пачуўшы у адной з нашых праграмаў выказванне не адзін раз, прычым пры тое, што Беларусь нацыя выжыўшых, пачаў далей разважаць на гэтую тэму, і прыйшлі мы до такой высновы, ну, как бы лагічна, калі працягваць вот так вот, нацыя выжыўшых выжылі, нягледзячы на тое, што с аднаго боку пастаянна там накатываліся, з другого, а выжылі, малайцы. А потым думаеш так, а выжывае звычайна ў такой сітуацыі хто? Ну, приспособление свои имеете в виду? Хто схаваўся, хто удраў, хто здрадзіў, хто кагосьці там здаў, то і выжыў. І думаеш, так атрымліваецца мы хто? Нашчадкі нацыі там продкаў вот таких здраднікаў, трусаў, баязліўцаў, ці што? Я некалькі разоў вот такую тэзу так сваім суразмоўцаў закідаваў, і мне патэлефанаваў, не вытрымаўшы нарэшце, ваш добры знаёмы, адзін з сузаснавальнікаў паспалітага рушэння Сяржук Кідышка, таксама з такой са слаўнага роду, і кажа: Змітрый, я хочу даць адказ на гэтае пытанне, заві мяне ў эфір. І он прыйшоў, мы з ім паразважалі на гэтую тэму, але я хочу пачуць ад вас вашу аргументацыю, ваш адказ на закіды наконт таго, што на сёння у пераважнай большасці, мы не гаворым менавіта на 100%, там усе, але ў пераважнай большасці беларусы гэта нацыя, ну, можа быць, таких вот не то што баязліўцаў, а прыстасаванцаў, таких, якія не высоўвацца, моя хата з краю і гэтак далей. Вот такое, не? Ну, это очень сложный вопрос такой, при всем, но я рассматриваю его с такой глобальной точки зрения, вот и инь-ян знак, да, вот черное и белое, день и ночь, умные, дурные, толстые, худые, мужчина, женщина, север, юг, есть всегда две противоположности. И вот гармония состоит из того, что всегда есть две противоположности, тогда нету смещения. Есть центр, и вокруг центра есть два этих полюса, условно скажем. Они есть везде, и плюс, и минус, есть и здрадники, и приспособленцы, и есть и очень ответственные люди, которые для себя выберут скорее смерть, чем бесчестие, да.
Ну, поэтому я считаю сказать, что именно такие, нет, я не могу. Я считаю, что очень много достойных людей, и я видел в своей жизни, и подтверждение этому даже, я думал, вот, с точки зрения боевых видов искусства, да, возьмем, у нас очень большое количество очень мощных было и тайских бойцов, чемпионов мира неоднократных, и в карате, и в борьбе, и в боксе у нас были люди, то есть у нас достижений достаточно таких, где надо в единоборстве противостоять, достаточно взвешенных, не тупых и храбрых, а взвешенных и достаточно дерзких людей. Я не думаю, я думаю, мы просто видим большесть такая, вот особенно 94-й год, старт Лукашенко пути вот этого вот до сегодняшнего дня, он тоже так все построил под себя, и за счет вот этих людей, которые для меня слабую часть представляют, но выживают. То есть они считают, что им надо пристосоваться, да, но решить свой вопрос. Вот за счет этого мы пока находимся в этом провале. У нас есть такой провал, нельзя, я не могу утверждать, что да, мы такие тут дерзкие, взяли и решили все вопросы. Мы пока видим, что, достаточно эластичные такие. Я считаю, что все равно вот эти годы, 30 лет, они не смогли подавить. И 20-й год, откуда вот взялось, откуда появилось такое количество? И белорусская мова сейчас пошла там активно, да, развиваться, и бело-червоно-белый стяг появился. Вот никто ж не навязывал, но я был на этих всех маршах и видел, какое большое количество есть. То есть там на уровне матрицы это все заложено. Я считаю, что нормально у нас люди. Просто мы сейчас находимся вот именно под этими ножами, которые газонокосилку настроил Лукашенко и его люди посредством тех слабых, которые сверху были. И пока угрожает. То есть народ выбрал для себя, пригибается пока под этими ножами. Но я думаю, думает, как выключить эту газонокосилку. Я думаю, все есть, все проснется сразу. Ладно, раз уже сами справаковали мяне, то вернемся ў 20-й год. І ведаеце, калі я выходзіў з рэдакцыі у 20-м годзе, тому что на Карла Маркса, вось побач праспект, все гэтыя маршы яны праходзілі фактычна под нашими вокнамі. Ты выходзіш на праспект, глядзіш уздоўж праспекта туды вось ад паштампа до плошчы Перамогі, конца і края не видно, а яна ўсё ў бел-чырвона-белых сцягах. Ці выходзіш сюды на перакрыжаванне і глядзіш туды у бок стэлы, і таксама ўсё чырвона-белае. Але гэта жнівень-верасень 20-го года, а до гэтага, до 9 жніўня, і ввогуле мне ці не падаецца вам, что гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі, гэта пагоня, гэта мова, гэта ўсё нацыянальны складнік ввогуле з'явіўся, можа быць, нават насупраць вот тым, умоўна кажучы, лідарам тых выбараў, таму ж самому трыа, з якім вы ездзілі, нават насупраць іх жаданням, якія казалі, не трэба нам вот этой нацыянальнай вашай сімволікі, мы не хочам нікога тут правакаваць, адштурхоўваць іх і так далей, давайте вось альбо тут дзяржаўныя сцягі, альбо там белыя павязачкі. Не? Я сейчас впервые это услышал. Да, я вижу в этом такое рациональное зерно. Возможно. Вот расскажите внутреннюю кухню. Вы ж объездили усе гарады разом с ними. Вот який был настрой? Потому что мне рассказывали, я-то был только в Минску и только там на апошніх працы хапала, а вы были и на першых митингах, да, на першых поездках гэтага трыо так званого. И вот что там унутры было? Мне рассказывали, что там наадварот людям казали, так, не трэба, прыбярыце вось гэтую нацыянальную сімволіку, не будем правакаваць, не будем вот отштурхоўваць, вот не трэба нам гэта. Было такое? У меня такого допуска, я ж находился там где-то как раз среди людей, у меня там, чтобы контролировать, что они говорят, точно не было, но я склонен верить, что такое было, потому что некоторые моменты были, когда я видел, я тоже не согласен с этим, поэтому я сейчас вот нахожусь как раз в
воле. Ну, я видел, да, нежелание сопротивляться, вот какая-то такая история непонятная мне была на тот момент. Я тоже был как бы захопленным всем происходящим, что столько людей, такое движение активное, подъем эмоциональный. Люди шли вот в разный город, приезжаешь там где-то или в Гомельской области, или где-то там, и полные просто колоннами сходились на это место, где должен был митинг проходиться, просто шли колоннами. И да, со стягами. Ну, интересная мысль ваша. Я думаю, что она имеет право на жизнь, что, скорее всего, народ так, не, внутри... не тое, что любая думка моя мае право на жыццё. Я хочу дамагчыся праўды. Было такое ці не? Наколькі на той момант, мы не бярэм сённяшні дзень, але на той момант вось гэтыя, так бы мовіць, лідаркі на той момант вот всяго это варушняка, да, былі супраць нацыянальнага складніка ў гэтым сім руху. Я соглашусь, что не знаю, супраць не супраць точно, но знаю, что однозначно не проповедовали это. Однозначно не проповедовали ни национальное, ни активное. Поэтому, возможно, очень высокая вероятность, что это было сопротивление именно народа. И в дальнейшем уже было подхвачено. Я думаю, да, вот вы правы, я думаю, так и было, да. А пра што гэта сведчыць? Що ж такі, што народ, ён больш гатовы да прыняцця сваёй вось нацыянальнай ідэнтычнасці, чым некаторыя лідары нават кажуць. Ось учора у мяне был, ну, пакуль выйдзе наша праграма, это, конечно, не учора, там, скажем, але тым не менш, у мяне была інтэрв'ю, размова з Прокоф'евым, Прокопьевым, который изноўку пачаў расказваць, что не трэба зациклівацца і педалировать там это моўнае пытанне, паглядзіце сацыяльныя апытанні, там беларусы не падтрымліваюць у пераважнай сваёй большасці беларускую мову як адзіную дзяржаўную і гэтак далей. Палітыкі павінны ўсё ж такі глядзець на настрой, так яны павінны глядзець на настроі. Это першае пытанне. А по-другое, ці не сведчыць 20-й год, что народ ужо ў сваім нейкім сталенні нацыянальным нават перайшоў гэтых вось так званых лідараў і палітыкаў. Да, я думаю, так и было все. Я думаю, что, ну, во-первых, допустим, по мове. Я сам разговариваю по-русски, да. Ну, я могу размаўляць по-беларускі, но не могу так вельмі выдатна, потому у меня потребен час, чтобы подбирать гэтыя словы. Такой транслейт еще в голове идет. Вот. Но я считаю, что белорусская мова обязательно должна быть. Она должна быть державная. Беларусь должна быть белорусская. Язык должен быть национальный. Во все государственные установы должна быть белорусская мова. Изначально. Понятно, нельзя там устраивать Талибан этот, как говорится, мовный Талибан, что тут уже прямо резать. Должен быть постепенный ход, но однозначно при изменении власти белорусская мова государственная, все установы на белорусской мове, все документы на белорусской мове. Пока этого не будет, мы не будем понимать, кто мы. Поэтому, а дальше вы можете общаться английский, там, я понимаю, там Прокопьев, он пропагандирует сейчас английский, английский очень хорошо, очень важно, во всем мире можешь разговаривать. Видите, вот мы находимся у Польши, зараз у обовязковая другая мова, у школе, любой початковой польской школе английская мова. Так, я згоден цалком. То есть тут ничего такого дзіўнага нема, але свая нацыянальная мова, яна стаіць на першым месцы. Мы не здзіўляемся, што у Польшчы гавораць па-польску і прыязджаючы ў Штаты, Прокопьев чамусьці выучыў і размаўляе па-англійску. Да. А ў Беларусі, так значит, ну вот як станет. Не-не-не, я считаю, что надо, чтобы была белорусская мова, и это плавно будет весь переход. Оно все перейдет, оно перейдет в естественное состояние. Если кого-то даже будоражит, или я вот сейчас разговариваю еще по-русски, но у меня такое остаточное от этих советских там 55 лет за спиной, как бы. У вас еще не канчаткова вот это прачнуліся некие там... Не, прачнуліся, но я... Гэтыя бацькоўскія і дзедаўскія. Не, прачнуліся, але мне патрэбна выдатна размаўляць, то есть надо падрыхтавацца.
Ну ведаеце что, пачынаючы вучыць англійскую мову, мы не сёння пачаў вучыць, а заўтра загаварыў як англійскі лорд. Згоден. Все паступова, так что трэба просто абяцаю, абавязкова буду размаўляць на беларускай мове. Але да іншага, вось мы гаворым про 20-й год. Я заўсёды прыгадываю гэтыя дваровыя сустрэчы, і з якім захапленнем беларусы для сябе адкрывалі ўсё беларускае. Все, пачынаючы ад музыкі. Вау, 3 чарапахі. Вольскі ўжо 26 гадоў лупіць гэтыя 3 чарапахі, а яны іх адкрылі толькі. Муры там даўно перакладзеныя Хадановічам, беларускія тэатры. Купалаўскі, вон, усё ж колькі стагоддзя ўжо стаіць на адным месцы, яны яго толькі цяпер заўважылі. Беларускіх літаратараў, оказывается, тое прыгожа як. Нават беларускую філасофію, а гісторыю гісторыкаў было немагчыма выцягнуць на запіс праграмы, таму што у іх было па 2-3 сустрэчы кожны дзень у розных канцах горада. І такія: ой, а мы, оказывается, не толькі вот тут у лапцях хадзілі і бізуна атрымлівалі, а маглі і самі падоршай там маскалю наваляць. Это признак породы вообще. Гэта да, але і вот гэта добра. Для нас, можа быць, для тых, хто даўно ў гэтай тэме, крыўдна, што вот толькі цяпер, яно ж заўсёды было, а вы толькі цяпер, але добра, што хоць цяпер. Але наколькі гэта незваротныя працэсы? Незваротныя в чым? Ну, у тым, што вот зацікавіліся, адкрылі, вау, і мова класна, і вот мы там, да, а вот зараз пад гэтымі рэпрэсіямі, ай, ну что-то вот, и вот я вот лучше по-русски, ай, не, вот это... надо обовязково, чтобы умовы были, и я считаю, что если государство, а я уверен, что мы все-таки вернемся на родину, и именно в нашу Беларусь, находясь в Беларуси, разговаривая на белорусском языке, имея основной язык белорусский, это все будет прорастать. Если же вот сейчас начнется интеграция, кто-то в Литве, кто-то в Польше, кто-то там где-то, но все равно это будет на таком домашнем уровне для того, кто это, кому близко, там, батькам, кто будет создавать. Ну, может, это будет поддерживаться, это веками все равно проросло, и даже те, которые уезжали, белорусы, жили в Канаде, в США, там, в каких-то там... глухих штатах, ну, я имею в виду где-то в середине, там, у них были, они всегда старались поддерживать внутри семьи белорусскую мову. То есть она это есть, это прописано там на матрице белоруса. Скажите мне еще один таки момент. Мне сябры мои украинцы так сказали такую фразу, что напад, агрэсія, акупацыя расійская, якая здарылася, яна зрабіла больш для фармавання і яднання украінскай нацыі, чым ўсё, што рабілася іншымі і цягам шмат гадоў. Можа быць, яно так сапраўды і ёсць, але я тады думаю, а што, для фармавання і яднання беларускай нацыі таксама патрэбна кроў і вайна? Ну, вот это такое очень сложное пытание. Грань, сама грань всегда, она вот переход из одного состояния в другое, вот надо переходное. Когда в ровном находишься, нету принятия решений. Вот надо выйти на грань, очень часто происходит все после каких-то событий. И, ну, к сожалению, не хотелось бы никаким образом там не ввязываться ни в гражданскую войну. Хотелось бы какого-то мягкого перехода. Не хотелось бы, чтобы на территории Беларуси что-то там случилось и началась активная фаза. Но я думаю, что я, во-первых, подтверждаю 100%, что Россия все сделала для того, чтобы украинцы перешли на украинский язык в большинстве своем. Это объединило нацию. Они сделали все для того, чтобы... Они делали против НАТО, которая уже считала, что оно такое еле дышит. Они сделали для того, чтобы объединить НАТО. И то, что не случилось там, Финляндия и Швеция очень много лет оставались как бы в нейтралитете в стороне. Они вошли сюда. Ну, то есть вот такие резкие события, они на самом деле вызывают противоречия и желание сделать наоборот. Вот именно... Я считаю, что, ну, к сожалению, если, не дай бог, это случится, это ускорит процесс.
Это процесс, который дает свой-чужой различие. То есть сразу перейдет большинство людей на белорусскую мову на завтра. Начнут говорить. Вот просто на завтра начнут размовлять на белорусской мове, если будет вот такой конфликт, как в Украине. Ну ці можа быть будуць крычаць да хоць камні з неба мы нарэшце дома у России як крымчане. Ну, есть какая-то часть и там, которые уже потеряли Советский Союз. Есть люди, которые здесь у нас в оппозиции, но с советскими красными мозгами. Но лозунги говорят как бы общее, то, что надо. Но они просто популисты. Не, но я ўсё ж таки про такія настроі звычайнага народа глыбінныя у якой-нибудь ведаеце, я нават зараз я хотел сказать вот якую-нибудь там Витебскую, там вот Гомельскую область, ну вот типа ты якія бліжэй да мяжы з Россией, а потым узгадаў сваю недавнюю размову вот у межах нашай праграмы с маладой дзяўчынай Ворыхавай, якая прадстаўніца вот Тихановскай па малодзевай палітыцы студэнцтву. Вот чалавеку 20 там з нечым гадоў, і яна кажа, я расла у Гродна, і яна выхоўвалася у гродненскіх школах, у гродненскім асяродку як руская, і усе вакол былі рускія. Ну живем у Беларусі, ну написано беларусы, но мы все русские, русской культуры, там все такое. Гродно, где вот оно, вот гісторыя беларуская у тебе под ногами и побач. А что казать про всех остальных? Но я замечу, что есть очень много людей, которые из Витебской, Могилевской и Гомельской как бы, губернии, которые и были там частью когда-то Российской Федерации, ну, там до там какого, ну, в 20-х еще годах, скажем так, да. Ну, и среди них есть тоже люди, которые размовляют на белорусской мове и считают себя белорусами, и отчувают себя так, что... Ну таких, на жаль, адзінкі. Да. А вот таких вот, которые нават у Гродно, но русские, хоть и белорусы, их вельмі шмат. Смотрите, вот что формирует человека как бы из педагогики, вспоминаю, как бы наследственность первая, среда обитания и воспитания. Три таких ярких фактора, которые влияют на формирование личности. У нас убрали большинство из этих, у нас убрали все, нам создали русскую культуру, мы в школе учили, у нас, допустим, 10 часов было русской культуры и русского языка, и 2 часа было белорусского. И то отношение такое, считалось, это все принижалось, считалось, что вот вы колхозники какие-то, говорит там по-белорусски, это некрасиво, уже такое закладывались такие нарративы. Вот. А надо создавать среду эту, и в среде все будет естественно. Я думаю, все будет хорошо у нас. Мне кажется, хороший разворот идет. Долгий, конечно, но его надо пройти. Через боль, через это все пережить надо. Але гэты разварот дзе зараз вот на сёння вот ён дзе ідзе у сярод тых беларусаў, якія вымушаныя былі выехаць і знаходзяцца за мяжой? Ну, большинство так, именно те, и вот, выехали. Да, я ведал, что вы так откажете. Но мы же не перестали от этого быть белорусами. И те белорусы, которые там внутри, не перестали быть тоже белорусами. Почему? Извиняюсь. Потому что мы, вот смотрите, в 20-й год. Вот как всем это известный факт. Я помню, там объявляют 20-й год, 8 бабушек едет в электричке, у них белорусские книги, они размовляют. Или на улице размовляешь на белорусской мове, тебя арестовывает там ОМОН или кто-то. Просто ты в Беларуси, белорус, размовляешь на белорусской мове, и это повод тебя, вот ты змагар, значит, ты все экстремист, террорист и все. Но это просто, я говорил вам недавно про кривые зеркала эти. Ну, просто кривые зеркала. Я думаю, что там люди должны проснуться, понять. Все же хотят реально... Можа проснуться, а можа просто пойдзе шлях вось звычайнага так прыстасавання, як это у беларусаў і здараецца. І атрымаецца, можа быць такая сітуацыя, глядзіце, калі муры рухнуць. Вот мы тут перарадзіліся і сталі вельмі такімі нацыянальна свядомымі, прыязджаем туды, ну а там такога, ну ладно, скажем мягка, такога ўзроўня нацыянальнай свядомасці і разумення сваёй ідэнтычнасці, ну нема за конкретных вядомых нам усім прычын. Но мы прыязджаем все такія красивыя з сябе свядомыя,
і такія вот давайте там адзіная дзяржаўная мова там і то і гэта і ВНУ толькі по-беларуску і нам так паглядаюць і скажут знаете что мы конечно белорусы и мы вот за вот это вот но вот вы вот со своим вот этим давайте дуйте туды откуль вы приехали. Не, поэтому надо плавно переходить. Но то, что касается государственных установ, я не знаю, там обучение, может быть, для начала, для тех, которые находились там, и ну, у них фундамент этот заложился на русской мове, им надо какой-то час, там, чтобы перейти. Но я думаю, государственные установы точно надо менять. Еще момент один какой, что есть же все равно конфликт интересов. Да, я имею в виду ту Беларусь в географических этих границах, которые находятся. Там же внутри, даже у людей, которые находятся там, как бы там ни было, большинство людей, которые поехали в тот же ОМОН, они из деревень поехали и воспитывались все равно в белорусской культуре. Их мамы, бабушки говорили на белорусской мове или наполовину на белорусской мове. Очень много вещей. Они сами не осознают, они хотят быть такими красивыми русскими, да. Но здесь есть конфликт интересов, потому что даже для Лукашенко, почему он остается и сохраняет свою уладу там, потому что у него интерес быть самостоятельным. Вот я сейчас из последних сообщений слышал, что немножко они там начали больше белорусского давать, хотят отличаться все-таки. Они не хотят заехать в Россию, они не хотят быть губернией, даже те, которые сейчас удерживают этот режим, они хотели бы быть самостоятельными. А самостоятельными им надо отличаться. Так это вот как раз признак свой-чужой. Им надо от россиян, от русских все равно быть белорусами. Пока они, да, придерживают эту форму. Понятно, что цель стоит, это их улада, они хотят там влиять на эти процессы и высасывать все ресурсы на себя. Но им надо отличаться. Поэтому они сами не понимая, у них внутри заложено это зерно, оно там живет. Они не хотят его, они хотят внешне быть русскими. Но я говорю, у них оно заложилось в процессе. Где-то бабушка, где-то там мама. Все это выйдет наружу. Им надо просто создать тоже условия благоприятные, и все у них прорастет. Ну, паглядзім, не заморачиваются. Паглядзім, можа быть, просто у часы нашей молодости там говоришь по-беларуску, о, колхозан з вёскі приехал. Так, да. А у цяперашнія часы были, приезжаешь на вёску, на дачу, говоришь по-беларуску, о, сразу видно из города приехал. Мясцовые бабушки говорят так. Ну, есть такой момент, да. Ну, мы вот в такой реальности находимся. Надо... Да, это я про тое, что, может быть, не все, просто некоторые, я вам скажу, приезжаешь со своего досведа, приезжаешь вот на вёску летом на дачу и сустракаешь мясцовых дзяцей, вясковых дзяцей. Ты говоришь по-беларуску, они не разумеют тебе. Яны перапытваюць, что ты сказал, мы не понимаем, потому что их выхоўваюць не маці з бабушкой, а их выхоўвае телевизор, по якім ідзе российские каналы. Ну так, а я добавлю про себя, вот, например, я сейчас нахожусь, у меня осяроддзе беларускамоўнае в основном, и у меня уже есть проблемы, иногда у меня вылетают, мне уже русское слово трудно подобрать, ну я там как-то более-менее пока на такой мешанке размовляю, но уже вот я нахожусь в среде, и на меня влияет, и оно естественно в меня входит. Ну правильно, вы проходите процесс очищения, все нормально. Але давайте на завершение, як вы лічыце, ўсё ж таки у тыя часы, калі мы глядзім у нейкую такую перспектыву ў будучыню, тут у нас вон космічныя палёты на Марс плануюцца, тут у нас глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, а мы тут хочам сябе вот зараз вырашыць, а мы ж вот нешта там вот беларусы не паспелі, калі там у 18-19 стагоддзі ўсе праходзілі працэс нацыябудаўніцтва, мы там 10 сядзелі у палескіх балотах і думалі, а мы тут это самое, мы тут тутэйшие, не надо нам это ўсё вот это самое, моя хата з краю, а зараз вырашылі дагнаць. Зафіраначнікі. Да, а зараз вырашылі дагнаць, але ці не позна, ці не трэба яно у сучасным свеце нам узводзіць гэтыя муры з нацыянальных прыгожых нацыянальных каштоўнасцяў, але муроў, і типа такія, о, у вас там глобалізацыя, а мы тут по-беларуску. Не, это признак, это зерно, оно живет в каждом, это, ну, вот эта решетка, из которой мы состоим, там из этого ДНК, там прописано, там уже есть оно, просто оно сейчас в приглушенном состоянии, мы в такой, ну, в неурожайный период, у нас не было расцвета, не было умов таких хороших, поэтому, я думаю,
хотя бы освободить это давление. Ну, сейчас же что? Сейчас же выращивают, надо там квадратные арбузы. И вот там раз выращивают, китайцы делают, что он квадратный. То есть создают условия определенные, но все равно арбуз, ну, квадратный. А там у нас такой пресс, вот то, что находится внутри Беларуси, там нету, там все пресекается, это давление загоняется под плинтус, чтобы нигде этой белорусской мовы не было. А убрать хотя бы это сопротивление давления, и этот наш свет, вот свобода, она сама даст расцвет этому всему. Оно само все придет. А если еще разумные люди, а я считаю, что разумные люди это и отличает как бы разумных и неразумных. Разумные люди, они все-таки понимают, кто он. Вот я понимаю, что я белорус. Я служил в армии, в советской, у нас были разные люди. Но я знал, что я белорус, и все знали, что я белорус. И нормально ко мне относились. И, то есть я сделал так, что к белорусам хорошо относились. Ну что ж, на завершение национальная идея от Геннадия Манько гучить як? Ну, я считаю, что нам надо вернуть нашу память. Именно память, надо вскрыть архивы, и белорусы должны знать свою историю. Они должны знать, что они, кем они были, какие у них были достижения, и это их признак, это их отличительная черта. Это признак породы. Вот. Поэтому я считаю, первое, надо понять, кто мы, что у нас было, оценить это. Там очень много достойного. И то, что с чего мы начинали, про героев, которых мы не знаем, нам надо вернуть наших героев, нам надо вернуть нашу историю и понимание. Потому что у белорусов очень много сделано, и в очень непростых условиях. Я считаю, если мы получим доступ к этому, все расцветет. Все расцветет. Белорусский язык выйдет, и белорусская культура. Это отличительная черта, это признак. Вот как разведпризнаки есть, вот есть вот признак. Не хочу сравнивать там с породами какими-то что-то. Ну, есть прописанный экстерьер. Вот в экстерьер оно должно входить все. И язык, и культура, и внешний вид, и какой-то характер. Белорусы, они особенные есть, им надо просто помнить, что они именно вот такие, и они такие, потому что они белорусы. Ведаеце, слухаючы у прынцыпе вас, я запісаў 3 слова, якія, як мне падаецца, з вашых словаў маглі б быць так, як нацыянальнай ідэі. Гісторыя, мова, годнасць. Годнасць, да, абавязкова. Ну што ж, вось так такую нацыянальную ідэю сфармуляваў нам Геннадзь Манько, і у якасці падзякі вось гэтая кніга, як вы ўсё ж таки казалі, што менавіта 20-й год не абудзіў вас, але прымусіў далучыцца, можа быць, да актыўных працэсаў у беларускім грамадстве. Таму вось гэтая кніга пра 20-21 год будзе ў якасці падарунка ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя X і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Да, дзякую вам. Ну что ж, гісторыя, мова, годнасць. Вось такая нацыянальная ідэя Геннадзя Манько. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, паводзьце сябе годна, і будзе жыць Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве вечна.